Добрый день. Это мой двор. Итак, представьте, обычный алматинский двор. Во дворе есть каток, который жильцы сделали своими руками. Дети катаются каждую зиму, каждый день на катке, играют в догонялки, в хоккей, гоняют шайбу. И вдруг в этом дворе, на катке, появляется посол Канады в Казахстане. А вслед за послом целая сборная Канады по хоккею. Фотографы, операторы, телевизионщики, журналисты, переводчики, пресс-атташе. И понеслось. Детские мастер-классы, удивительные техники владения мячом, шайбой, клюшкой, автографы, фотографии, обнимашки. Вы только представьте счастливые глаза этих детей, которым довелось покататься на одном льду с представителями вотчины хоккея. Эта спортивная сенсация произошла накануне универсиады в Алматы в этом году. Всего бы этого могло бы и не быть, если бы когда-то, несколько лет назад, я не поверила своему мужу, Алексею Кузнецову, на первый взгляд в абсолютно неосуществимую идею о том, чтобы построить ледовый каток в теплом южном городе Алматы. Ведь нам все говорили, что катки никогда не будут стоять в таком теплом городе. В нас никто не верил. Тем не менее, мы поступательно начали обращаться в соответствующие инстанции, написали письма в КСК, в районные акиматы, в отделы жилищных коммунальных хозяйств. Ну и, разумеется, нам никто не ответил взаимностью. И тогда мой муж решил благоустраивать наш двор сам. Нужно сказать, что это была огромная территория, на самом деле это 600 квадратов, заброшенной площадки, с разодранной сеткой рабица, с алкоголиками, с наркоманами. То есть фактически это была большая территория, которая превратилась в пустырь. И, конечно, никто не верил в то, что мы можем что-то из этого сделать. Над нами смеялись, нас критиковали. Все говорили, какая-то семья там собралась что-то делать, они никогда не потянут. Это же газпромовский проект практически, то есть вы никогда этого не сделаете. Нас критиковали все, кому не лень. Но мы продолжали отбиваться от всех этих критиков, от всех советчиков и продолжали делать. Со временем все те жильцы, которые нас критиковали, стали нашими первыми соратниками. Мы нашли первых спонсоров и создали потрясающий каток. Все это началось ради собственного ребенка, ради нашего сына. Мы решили, что вне зависимости от того, есть ли у нас возможности ездить по пробкам после работы или нет, наш ребенок будет тренироваться и играть в хоккей. Вы не представляете, сколько сегодня детей встали на коньки на этом катке. Сколько детей ушли в профессиональный спорт? Сколько детей посетили наши мастер-классы? Это более 3000 детей, которые занимаются ежедневно спортом в своем дворе. К нам вернулись советские чемпионы, которые знают, что без массового спорта не может быть спорта высших достижений. И так, строя дворовой каток, на самом деле мы построили классный микроклимат в своем районе, и стали первыми социальными предпринимателями в Казахстане, то есть людьми, которые решают в первую очередь социальную проблему. В нашем случае это доступность спорта и доступность детей к инфраструктуре. И в то же время могут быть самоокупаемы. То есть мы не зависим только от спонсоров, мы не зависим только от того, получим ли мы грант, дадут ли нам деньги на какой-то проект. Мы зарабатываем сами. Конечно, мы в Алматы больше известны как строители ледовых площадок, но наш проект, он намного больше. В этом году вместе с коалицией «Виталем» мы запустили пилотный проект, который называется «Баламан». 250 детей получили возможность абсолютно бесплатно заниматься футболом в Алматы и в Астане. Мы выбрали отдаленные районы в городе, и в частности печально известный микрорайон Шанайрак и Улжан. Наверное, вы знаете, да, о событиях в этих районах. И дети, которые приходят к нам, они настолько живут своей жизнью, настолько предоставлены сами себе, что они даже не представляли, как прийти на тренировки по футболу. Они пришли в лакированных туфлях, они пришли в сапогах, они пришли в какой-то обычной одежде. Многие из них были очень агрессивными, они кидались на одноклассников из-за мяча, ругались, дрались, матерились. Но наши тренеры сделали так, что от тренировки к тренировке мы видим изменения. Эти дети стали уважать друг друга. Они научились слышать тренера, они научились выполнять задания. И я верю, что через спорт
мы сможем изменить поведение и качество жизни этих детей. Я верю, что мы сможем повлиять на них именно через простую механику занятий системными тренировками. Кроме того, мы уже 2 года работаем с компанией, которая представляет интересы королевского, всемирно известного клуба по футболу «Реал Мадрид» в Казахстане и в странах СНГ. В этом году мы уже успели раздать 30 грантов в Алматы, в Киеве и в Санкт-Петербурге детям, которые абсолютно бесплатно будут тренироваться с тренерами «Реал Мадрида». Это не все. Есть еще самая классная новость для меня. Этой весной мы откроем большую социальную школу более чем на 100 мест, где дети, я надеюсь, как раз мои дети из Шанирака смогут абсолютно бесплатно. И я верю, что эта социальная школа будет у нас работать минимум 3 года, абсолютно системно попасть в эту школу. Я хочу, чтобы эти дети через спорт изменили свою жизнь. И это более 100 мест для наших алматинских детей. И, возможно, для детей каких-то из других городов, если мы сможем решить вопросы логистики. Знаете, отбирать детей всегда очень сложно, и отбирать на гранты детей сложнее во много раз. И каждый раз, когда я решаю, кому же дать грант, я смотрю на личную историю этого ребенка. Один из мальчиков, который получил у нас грант, и вот с 22 марта он будет играть с тренерами Реал Мадрида, это ребенок из цыганской семьи, папа которого сейчас сидит в тюрьме, а мама трагически погибла у него на глазах. Его родственники не отдали нам, не нам, а государству ребенка в органы опеки. Они сказали, что они будут следить за этим ребенком, что они вырастят его, обеспечат ему достойную жизнь. Но на самом деле этот ребенок до 13 лет танцевал на улицах, зарабатывая себе на жизнь. И только недавно он оказался в детском доме. И вот 22 марта он начинает играть вместе с нашими детьми, обычными, в футбол. И это тоже тема инклюзии. И я верю, что через спорт мы сможем показать этому ребенку, что жизнь намного больше дает возможностей и шансов, чем просто танцы на улице ради хлеба. Я хочу сказать, что еще одним блоком нашей работы, достаточно серьезным, является работа с городскими сообществами. Знаете, мы сталкиваемся постоянно с тем, что алматинцы, я думаю, что это примерно так же в других городах, они привыкли к такой системе иждивенчества. Они все время говорят, что государство нам должно, акимат нам должен, все нам должны. Но когда мы пытались благоустроить наш двор вместе с какими-то государственными структурами, мы поняли, что никто нам ничего не должен, и мы никогда ничего не дождемся, если не встанем и не сделаем сами. Так вот, находя спонсорские деньги на благоустройство дворов, в первую очередь мы находим активных жильцов. Это такие же мамы и папы, как и мы, которые хотят ради своего ребенка изменить жизнь и качество этой жизни к лучшему. Мы проводим конкурсы и делаем так, что сами жильцы нам доказывают, что они достойны этих инвестиций, которые мы принесем в их двор. Практически все истории я описываю на своих страницах в Фейсбуке. Вот одна из наших активисток, история, которая происходит прямо сейчас, это Лидия Маренко. Она живет в Турксибском районе, удивительная женщина, она вдова, мама 2 замечательных детей, которая очень долго боролась с мусором и с свалкой в этом районе. За несколько лет она смогла расчистить территорию, посадить молодой лес, воспитать своих соседей. Вы понимаете, да, что там такая специфическая аудитория, очень много алкоголиков. И, как говорит Лида, дети не виноваты, они не должны расти на помойке, если их родители пьют. И дело осталось за малым. У Лиды на самом деле не было денег на то, чтобы поставить там какой-то инвентарь спортивный. Мы в ноябре помогли и провели ей для нее краундфандинговую акцию. Мы собрали определенную часть денег, нашли классную краску, израильская компания нам помогла. Причем это краска, которую используют для военной отрасли. Нужно понимать, что это очень качественные продукты. И уже через месяц мы поставим ей, пусть не хоккейную коробку, не футбольное поле, но хороший воркаут, на котором ее дети смогут заниматься спортом, а вместе с ее детьми еще 150 детей, которые живут рядом. Это дети и подростки в Турксибском районе. Таких дворов у нас уже в Алматы только более 15 городских сообществ, с которыми мы работаем. Вместе с ними мы зимой заливаем катки, вместе с ними мы проводим соревнования, тренировки. Возрождаем системный спорт. Но что же мы хотим изменить? Каждый год мы проводим социологические опросы и исследования.
Прошлым летом мы вместе с социологами опросили 250 родителей в Алматы, в Астане и в Шымкенте, а это крупные города Казахстана, о том, чем занимались их дети летом. Оказалось, что 53% респондентов, это более половины, соответственно, не могли себе позволить в финансовом плане водить своих детей в спортивные секции или какие-то кружки. Еще 47% из этих опрошенных людей сказали, что у них нет никакой спортивной инфраструктуры рядом. То есть детей на самом деле не водили на тренировки или не было никакого спорта либо по двум причинам: либо дорого, либо далеко. Но при этом все родители единогласно сказали, что если бы в их дворах были спортивные площадки, дворовые секции в шаговой доступности, то, безусловно, эти дети бы занимались спортом, и это бы изменило качество их жизни. Они бы обрели новых друзей, они бы стали более здоровыми, они бы научили общаться и уж точно бы не проводили свое время возле гаджетов и телевизоров. За этими цифрами стоят наши с вами живые дети. Для вашего сведения, в Алматы живут около 300 тысяч детей, из которых только 10-12% плюс-минус занимаются спортом. О статистике заболеваний, сколиозов, диабетов, ожирений еще расскажут другие спикеры, и вы сможете сложить полный пазл этой картины. Мы не ставим себе задачу вырастить 100 чемпионов в год, но мы верим в спорт как в механизм для того, чтобы наши дети росли и были здоровы, чтобы у них были друзья. Мы верим в спорт как в лучшего педиатра для наших детей. Мне часто журналисты задают вопрос: Аня, каким был ваш стартовый капитал? Сколько денег вам понадобилось, чтобы раскрутить ваш социальный стартап? На самом деле у нас не было денег. У нас абсолютно не было денег. У нас была классная идея, как мне кажется, и был наш сын, и остается, который являлся главным мотиватором для нашей семьи. И, наверное, это все было не зря, потому что наш ребенок сегодня играет в хоккей в профессиональном клубе, является одним из лидеров в стране в своем возрасте, входит в 5 лучших спортсменов Казахстана. И также как дети из фонда Дара, которые выиграли в Словакии словакских детей, наши дети в Чехии выиграли сборную Чехии по хоккею. И нам действительно есть чем гордиться. Казалось бы, сын вырос, и, наверное, можно было бы остановиться, но к нам все больше и больше приходят детей. Эти дети из обычных семей, но не все семьи счастливые, не все семьи благополучные. Иногда, когда мы раньше начинали и работали по системе благотворительности, я приходила, искала инвестиции, мне говорили: ну зачем вам давать деньги, вы же делаете проект для простых детей, для обычных детей, они же не дети-инвалиды, например, они же не дети там, из каких-то детских домов. Но на самом деле в наших обычных домах, в наших обычных квартирах, в наших обычных дворах тоже есть очень много детей, у которых детство начинается именно на этих спортивных площадках. Там они находят друзей, там они обретают свое детское общество. И я верю в то, что наш проект, он больше про отношения, чем про спорт. Хочу поделиться с вами еще одной новостью, которая пришла к нам буквально за несколько дней до этой конференции, когда я говорила о том, с чего же мы начинали и были ли у нас деньги. Да, мы начинали с нуля, мы начинали с идеи, и я честно верила в своего мужа, но сегодня мы оказались среди лидеров национального рейтинга, который считается национальным стат-агентством Министерства экономики и торговли Казахстана. Мы заняли 9-е место из 60 компаний, которые заняты в малом бизнесе в отрасли спорта, по количеству уплаты налогов и созданию рабочих мест. У нас, как у социальных предпринимателей, еще очень много проблем. Нас нет как социальных предпринимателей в Казахстане, то есть у нас нет законов, у нас нет юридического статуса. Кстати, как и в России, нашему государству понятна либо благотворительность, либо коммерция. Каждый раз люди задают и переспрашивают, кто же такие социальные предприниматели. Я хочу сказать, что социальный бизнес – это особый вид бизнеса. Он решает социальную проблему, и в то же время он имеет право быть самоокупаемым и финансово устойчивым. Я хочу подчеркнуть это особенно. Если у вас будут вопросы, я с удовольствием на них отвечу в перерыве.
И знаете, несмотря на то, что нас как бы не существует в нашей стране, у нас наметился очень классный тренд в Алматы. Строятся площадки в рамках государственно-частного партнерства. Другой вопрос в их качестве, это отдельная история, но они строятся. К нам приходят лидеры дворовых клубов классических, которые работают при акиматах, которые хотят вывести этих детей во дворы, наконец-то. Они хотят, чтобы эти дети занимались спортом, а не просто сидели в каких-то помещениях, да, и там, допустим, что-то лепили. Мы несколько лет говорили о программе, которая бы позволила решить массу проблем, и называли ее для себя «Спорт для каждого». И я безумно рада, что в Алматы с этого года наш новый начальник управления физкультуры и спорта защитил программу, которая называется «Спорт в моем дворе». И в рамках этой программы будет, по крайней мере, нам обещают, что будет организовано 611 спортивных секций во дворах. Знаете, за эти несколько минут, наверное, невозможно рассказать все, что мы сделали за эти последние годы, но я знаю, что наша главная задача — это возродить для наших детей доступный системный спорт, возродить тренировки, возродить турниры. Вот прямо сейчас, в эту минуту, когда я стою перед вами на этой сцене, в Алматы на нашем катке мой муж организовал классный, первый в своем роде турнир по хоккею среди детей 6-12 лет, мальчиков и девочек, среди дворовых команд Алматы и Алматинской области. И кто знает, может быть, именно с этих дворовых площадок завтра вырастут будущие чемпионы Казахстана, которые прославят нашу страну на мировых аренах. Ведь достаточно вспомнить историю Оли Шишигиной, олимпийской чемпионки, которая начала свою карьеру просто во дворе. Я верю в спорт, и я верю, что каждый из нас в этом зале может сделать все ради своих детей и ради того, чтобы изменить качество жизни этих детей к лучшему. И это нас с вами объединяет. И я верю, что победа за нами.